Передо мной твоя карта. Линии, как реки судьбы. Чувствуется, ты человек терпеливый. Как вы думаете, умеет ли ИИ гадать? Вот и мне стало интересно, сможет ли он что-то такое интересное про меня рассказать? И в качестве демонстрации я сегодня решил погадать на свою, так сказать, натальную карту. Для тех, кто не знает, я изучил этот вопрос немножко. Натальная карта — это один из видов, скажем так, астрологии, когда тебе там гадают как-то по звездам, то есть в момент твоего рождения, какие звезды, какие там объекты звезды, не знаю, может, были над тобою. И это как-то определяет твою судьбу. Вот и в качестве эксперимента мы это и проверим. Признавайтесь, смотрели ли вы по утрам глобальные новости? Что же нужно для того, чтобы начать гадать? Для этого нужна, собственно говоря, и сама натальная карта. А где ее получить? А ее можно получить на сайте astroseek.com. Там мы вбиваем свои данные о рождении, то есть год рождения, месяц, день, а также время и местоположение, где именно мы родились. И на выходе мы получаем эту самую натальную карту. Но она примерно выглядит вот так, как вы видите на экране. Я специально отобрал самые популярные вопросы, которые люди спрашивают, когда гадают по натальной карте. Так, сейчас мы попробуем с ней поговорить насчет моей натальной карты. Так, давайте я включу, чтобы она могла говорить голосом. Привет! Да, говорю. Да, я на связи. Это гадалка? Продолжаем. Это моя гадалка? Я не настоящая гадалка. Нет, Я подожди, просто подожди. объясняю. Давай подыграй мне, как будто ты гадалка. Как будто я пришел на сеанс по гаданию. Хорошо. Представь, передо мной твоя карта. Линии, как реки судьбы. Чувствуется, ты человек терпеливый, с внутренним стержнем. Ты умеешь ждать и видеть нюансы, но главное, не забывай доверять себе. Подожди, а как вас зовут? Можешь звать меня просто голос. Нет, давайте я буду как-то звать. Может, у тебя есть какое-то имя цыганское? Ну, пусть будет, скажем, Мара. Мара? Отличное имя. Ну что, Мара, расскажи, что меня ждет в ближайший год? Только учти, слишком плохое не говори, я этого не смогу вынести. Тихо. Слушаю. Вижу год спокойного укрепления. Деньги и работа постепенно, но уверенно. Терпение здесь твой козырь. В отношениях честный разговор, расставляющий точки. Это к лучшему. Ничего пугающего. Больше опоры и внутренней ясности. Ставь на то, что строится шаг за шагом. Мара, а что ты можешь обо мне рассказать вкратце? Человек с выдержкой, наблюдательный, ценящий надежность. Сочетаешь логику и интуицию. Сильная сторона — делать постепенно и доводить до результата. Слабое место — самокритика и затяжные сомнения. Когда выбираешь устойчивый темп, все складывается. Мара, расскажи, а что там по деньгам? Ждут ли меня большие какие-нибудь премии или деньги? Смотрю, вижу так. Карта шепчет не про случайную удачу, а про рост через свое дело и навыки. Одна из возможностей может оказаться щедрее прежних, потому что ты будешь к ней готов. Но точных цифр и гарантий карта не дает. Выбирай то, что можно строить годами. Там самый большой потенциал. Мара, а что скажешь? Что у меня там на любовном фронте? Что меня ждет? Может, какие-то интересные приключения? Смотрю, карты не про бурю, а про тепло. Встречи и разговоры, которые сближают, без драм. Если ты свободен, это время честных, тихих шагов навстречу. Не про искры с первого взгляда, а про глубину со временем. Самое интересное здесь — человек, который подтолкнет взглянуть на себя по-новому.
Но, Мара, повторю, это всего лишь Мара, но я человек женатый, так что, наверное, это будет немножко лишнее. сейчас. Ну, что же, значит, карты проверяли меня. Тогда смотрю иначе. Вижу укрепление уже существующей связи, больше времени друг для друга, разговоры по душам, маленькие ритуалы, тепло в простых вещах. И именно они сейчас укрепляют вас больше всего. Карты не зовут в приключения, скорее береги то, что уже твое, и оно ответит тем же. Мара, скажи, а какие профессии мне больше всего подходят? Смотрю, если в духе гадалки, то тебе важно самому строить систему. Ты умеешь соединять чуйку и логику. Путь созидателя своего дела, технолога, аналитика, исследователя, стратега. Подходит и передача знаний, обучение, контент, избегай рутинной колеи без права голоса. Мара, куда вложить свои деньги? Смотрю, карта шепчет не про азарт, а про опору. Если в образах, то не одна волшебная ставка, а три направления вкладывают в свое дело и навыки, долгосрочные инструменты без суеты и подушку безопасности. Карта не любит чудесных обещаний, стабильный темп терпения. Мара, А если говорить уже не Мара, извини, а там прямо так и написано? Как ты это вообще считаешь? Как она считывается? Это не надпись на карте, а символическая интерпретация твоих положений планет и их разговор между собой. Не буквальные инструкции и не предсказания, а образный разбор твоих склонностей. Мара, надеюсь, это бесплатно? Сколько я должен Да, заплатить? можно не переживай, это бесплатно. Считай это дружеский разговор, не более. Ну, что хочу сказать. Спасибо, Мара. Спасибо за такой интересный разговор. Рада была поболтать. Так, ну вот вы сами все и слышали. В принципе, знаете, мне понравилось. Говорит достаточно интересно. Не знаю, насколько это все верно или неверно. Конечно, местами она достаточно точно попадает, но самим решать. Если кому интересно, можете сами попробовать. Сейчас передовые модели ИИ уже достаточно хорошо разговаривают, то есть они поддерживают такой лайв-разговор. Умеют слушать, умеют делать паузы и отвечать тогда, когда надо. Ну что, на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, оставьте какие-то свои комментарии. Может, у вас есть какие-то интересные истории. И вообще, всем хорошего дня. Пока.